Красиво горит. Красиво. Пылает огнем кровавым. Я вообще вырос в Питере. То есть я с 4 лет до 21 года был в Питере. Пожил в Москве 3 года. То есть основную часть жизни я пожил там. Я знаю, что там. Я подвергался, и в том числе пропаганде, подвергался вот этой системе. То есть я был в этой системе. Но у меня как-то, я не знаю, получилось в том числе подумать, что как по-другому может быть, да? Все ли так, как тебе мне говорят, да? У меня четкая позиция по поводу вот всей этой движухи, войны, кто прав, кто виноват, да? Начнем с того, что вообще любое действие, которое приводит к смертям людей, это априори уже неправильно. Ничего не делай! Блин! Да хватит пить током, суки! Да хватит пить током, блин! Ничего не делай! Хватит пить током, блин! Хватит пить током, блин! Хватит пить током, я сказал! Я не знаю, пока перестанешь! Путин! 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 20 человек где-то в каком-то хостеле. Непонятно, что, как. Короче, приехали на место, тут уже Альфа работает. Изначально мы просто, вот нам выдали оружие, мы пошли в город, по сути, ну просто вот где-то территориально хотели занять позиции, да, потому что мы думали, что они уже заходят, да, потому что ситуация с БТР показывала, что ситуация очень накалилась, и они уже заходят. И мы в черту города решили пойти, хотя бы обороняться. И нас сразу же свои ТРО положили. 2 часа морды в пол мы так лежали. Рядом с головой мне пару раз стрельнули там. Один раз мы попали, у нас колонна была, мы попали под обстрел истребителя. Прямо прилетело рядом с нами, я смотрел в 10 метрах, пилот промахнулся, но я смотрел в окно, заднее окно, и смотрю, там зарево такое от дерева, ну в дерево попал. Вот, но мы разбежались, получается, истребитель делал еще один заход, потом они пустили еще вертушки, и мы, ну как бы такая ситуация была сложная, конечно, но нам удалось выйти оттуда.